Здравствуйте, здравствуйте, дорогие подписчики Якутия-24. Прошу пожаловать в мой кабинет, где я провожу свое рабочее время и даже нерабочее время. Добрый день, это Якутия-24, и мы пришли задать вам 23 вопроса. Вы готовы? Ох, сегодня день вообще насыщенный сам по себе. И да, каждый день насыщенный, каждый день разный. И сегодня день начался со встречи главы республики в Республиканском центре психологической помощи семьи и молодежи. Вот, глава республики встречался с бригадами рабочими, которые отрабатывают с ветеранами специальной военной операции и их семьями в зоне, в Ростове, в госпитале Ростова. И также, соответственно, здесь и по нашим районам и улусам в республике. Да, сейчас все покажу. Но на самом деле в кабинете я никаких существенных изменений не производил после смены нашей деятельности вместе с Петром Витальевичем Шамаевым. Также его фотографии висят, как бы все осталось. Единственное то, что флаги, часы поменял на более патриотический расклад вот с гербом Российской Федерации. И перенесли, соответственно, портреты наших лидеров, лидера страны и нашего республики. Рабочий стол, наверное, у меня, как и у всех, и бумажный вот вариант отрабатывается телефон со связью IP. Ну и также вот здесь у нас брендбук, концепция оформления празднования 80-й годовщины Победы. Вот здесь. Здесь у меня распоряжение по году защитника Родины. Здесь я часто провожу, не часто, но провожу с коллективом, либо с коллегами, соответственно, ставлю задачи и немного обучаю. Служба в армии – это непосредственно управленческий опыт в условиях ограниченных ресурсов, в условиях экстремальных ситуаций. Там ты именно непосредственно руководишь личным составом, и причем разные социальные траектории, и это непосредственно навык управления. Если ты в министерстве управляешь иногда, грубо говоря, теми вещами, которые невозможно ощутить, потрогать, а там ты непосредственно управляешь личным составом, то есть людьми, оружием, военной техникой, секретными документами, управление на основе реальных данных. Вот. И наверное, многие недооценивают этого. То, что даже если взять среди других подразделений, то, что именно я и есть управленец. И для меня работа, когда я сюда пришел, никакой трудности не составляла именно в управлении. То есть я сразу начал, в министерстве я знал, что предпринять, что сделать, какие шаги, начал с внутренней работы. Соответственно, потом уже, когда я разобрался во внутренней работе в самом министерстве, я уже перешел соответственно, во внешнюю среду. Но трудности, они всегда есть, и они будут существовать, и каждый день эти трудности возникают. Да, как обычно, верю в себя, верю в команду, знаю то, что все равно у нас все получится. Может быть, не так, как всегда хотелось бы, может быть, наоборот, даже лучше, чем предполагалось. Но в любом случае, где-то нужно перетерпеть, где-то, наоборот, нужно добавить упорства. Где-то, наоборот, нужно подождать. Есть одна проблема в жизни, и это когда ты лежишь в гробу, либо твой знакомый человек. Вот оттуда выхода нет, а так всегда есть выход. Изначально в военной службе, да, когда я пришел еще школьником и сразу внедрился в военную жизнь, конечно, у меня были сомнения, было трудно обучаться. До 2-го курса я точно хотел уволиться. Но потом я уже вникся и понял то, что для меня не существовало вообще никакой жизни. И даже полгода назад, если взять, я не думал о том, что я займу кресло министра. То есть я хотел уже быть генералом, идти по военной карьере. Я не представлял другой жизни. Но после встречи с Владимиром Владимировичем все изменилось, соответственно. И вот я попал в госслужбу. Но я все равно военнослужащий. В глубине души эту школу не отнять, и я выполняю приказы. 20 человек, численность нашего министерства, коллектив дружный. Сейчас еще там у нас свежая кровь, именно молодые люди приходят. Постоянно много заявок
Ну, была на вакантных должностях, когда мы рассматривали. Вот. Сейчас коллектив министерства все молодые люди, очень заряженные, идейные. Пришлось некоторых даже брать, ну, грубо говоря, с улиц, но самое главное — желание. У людей горели глаза, и у нас же высокая работоспособность, мы работаем сквозь даже пределов рабочего графика далеко. Вот. И то есть все переносят стойко тягости, лишения вот именно госслужбы, они все переносят прям очень-очень смело. Такой боевой коллектив, идейный, и мне нравится то, что мы находимся на одной волне. У нас была встреча с Дмитрием Песковым, и он у нас был лектором, проводил занятия, и он сказал: сейчас мы живем в те условия, когда пуля убивает человека медленнее, чем информация. И если политик, ну, государственный деятель, какой-то руководитель не осветил аспект своей деятельности, да, в интернете, то значит не поработал. То есть население не понимает, чем ты занимаешься. А граждане должны видеть, должны понимать, госслужба должна быть прозрачной, они должны понимать, ну, соответственно, за исключением там ДСП и секретных каких-то дел. Вот. Граждане должны понимать, население должно видеть, к чему мы идем, вектор развития, какие принимаются решения, какие практики, это главное. Есть анонимный чат-бот, пишут ВКонтакте. Вот. Некоторые находят даже номер. Звонят, бывает, ночью, то с Москвы, то ребята, с которыми служил, граждане, ну, то есть постоянно. Теперь нам нужно поехать в ресурсный добровольческий центр, и предлагаю проехать со мной. Там у нас ряд задач. Ну, на самом деле, я смотрел недавно в интернете и видел такой ролик там из «Острых козырьков». И Томасу Шелби говорит горничная: Томас Шелби, вы опять куда-то собрались, почему вы не отдыхаете? А он, видать, болел. И он говорит: я понял одно, для таких, как мы, отдых на том свете. Вот. И как бы это ни звучало, но тяжело совмещать личную жизнь с работой. И я, видать, такой человек, то что я на 100% постоянно погружен в рабочую деятельность, службу. Трудно говорить о каком-то именно определенном уроке, потому что каждый жизненный урок, он был уже поучающим. Определенные боевые действия, в боевых действиях и вообще в жизни, начиная со школьных времен. Я всегда старался учиться на своих ошибках, вот, понимать знаки судьбы, анализировать. Они уроки же жизни, начиная даже вот с самого детства, когда я тронул горячую кружку, ошпарил руку, уже понял. И про боевые действия вообще. Там каждый день жизненный урок. Ну, конечно же, глава Республики Саха-Якутия Айцин Сергеевич Николаев. Это сейчас он является моим наставником по программе «Время героев». И один из таких знаковых, один из ведущих политиков. Ну, тренер, отец, конечно же, семья. Трудно говорить о запоминающемся каком-то определенном моменте, потому что сразу возникает несколько моментов. Но я думаю, приятные моменты — это, конечно же, посиделки с родителями, чаепитие вечернее, разговоры по душам, разговоры с мамой, которой, к сожалению, нет сейчас. Но она навсегда остается в моей душе, всегда со мной. Разговоры с отцом, какой-то поучительный нрав, первая любовь. Это волонтерский ресурсный центр. Здесь мы провели ремонт за федеральный бюджет, именно от Росмолодежи в рамках «Регион для молодых». Вот. И здесь у нас ресурсный консолидирующий центр всех волонтеров нашей республики.
Вот. Тут волонтеры-медики, волонтеры культуры, волонтеры победы, вот, молоды душой. В общем, все такие организации. Ну и также мы эту площадку используем как иногда и коворкинг-центр. Вот, проводим здесь мероприятия. У меня здесь проходил публичный отчет, соответственно, министерства, где я отчитывался за проделанную работу за 2024 год. Здесь же мы проводили стратегическую сессию о механизме передачи всех общественных, молодежных и военно-патриотических организаций. Я всегда себе говорю о том, что я машина. Да не, на самом деле я всегда себя убеждаю, что ты сильный, ты совсем справишься. Бывали моменты и хуже. И самое главное, куда бы медведь ни пришел, везде зона комфорта его. И вот об этом я помню. Вот. И также я говорю личному составу. И, во-первых, у меня все сотрудники министерства, сотрудники в государственном бюджетном учреждении, Республиканский психологический центр, психологи мои, и также государственное бюджетное учреждение, молодежный центр «Патриот». Все люди идейные. Весь личный состав подбирался именно даже не по каким-то определенным навыкам и стажу работы, а те, у кого глаза горят, кто неравнодушно. Такие люди учатся и быстрее, и вносят свой вклад в общую культуру и министерства, и подразделения, и все мы за общую идею и работу вот так болеем. Очень хорошо то, что сейчас федеральный закон вышел о молодежной политике, где указаны основные направления, потому что мы работали без них. Это укрепление традиционно нравственных ценностей, это психологическая реабилитация семей и молодежи, и это, соответственно, патриотическое воспитание. Мы со всем этим работали, но это не было законом, а сейчас это узаконилось. И также противодействие экстремизму и терроризму. И очень хорошо то, что это сейчас закреплено на федеральном уровне, и это только подкрепляет нашу общую основу с тем, с чем мы работали. Вот. Сейчас, конечно, мы ставим планки выше, и более вовлеченности, и качество вовлеченности. Ну, то, о чем мы говорили, уже повторяться не буду. Ну, конечно же, сейчас мы ставим планку перед собой, это минимум 80% вовлечения вообще молодежи и развития ее в республике. Ну, на самом деле, я себя не ощущаю героем России, героем там или сверхчеловеком. Такой же обычный, как и все мужчины нашей республики. И опять же говорю, любого командира, любого управленца делает это личный состав. Хочу поблагодарить свой личный состав. К сожалению, их не все с нами в одном строю находятся уже, но те мужчины, с кем я участвовал в боевых действиях, это просто золотой фонд нашей страны. Это даже трудно подобрать слова. И сейчас огромную благодарность я отдаю своему личному составу в министерстве, своим сотрудникам, которые все мои идеи поддерживают, слышат меня, реализуют, потому что они проделывают огромную, колоссальную работу, которая находится за кулисами, ее не видно. Вот. И вот это самое главное. Они герои для меня. А я, наверное, для них. Вот так. И у нас взаимопонимание, и мы в этом работаем. Я очень сильно люблю природу, но, к сожалению, не всегда могу на нее выехать. Рыбалка, конечно же, спорт, самбо, дзюдо, боевое самбо. Провожу очень часто время в парке, после рабочее время, в зале Славутич. Вот. И также продвигая проект за самбо, люблю литературу, читаю постоянно книги. Вот недавно прочитал Ангелу Хэкворт, это «Твердость характера» книга, вот, где рассказывает про почему успешные люди добиваются успеха, какая черта у них характера. Вот. И также прочитал
Ой, прочитал. И также еще занимаюсь волонтерской гуманитарной помощью своим братьям в зону специальной военной операции. На самом деле я миноломан. У меня есть и старые песни, есть и руки вверх, да, и также и рэп, то, что слушает молодежь, есть и радио Тапок. Конечно же, я покажу свой радиоплеер. Вот. Есть и патриотические песни. Ну вот, первая песня Ленджи «Под провинциальным небом». Вот. Это молодежная химия, акустическая версия. Туман, сектор газа. Мое гетто под окном, невидимка, гречка, люби меня, люби. То есть очень много разных песен. Есть котик. И даже на войне у меня было 5 котиков. Я их подбирал постоянно с разрушенных городов. Ну, мне жалко очень животных. Я люблю, я кошатник. И у меня есть мейн-кун. Зовут его Симба. Он рыжий, такой маленький львенок. Пули, как женщины, влюбляются в лучших. А мне нечего бояться. Вот. То же самое, то, что я говорю сейчас подрастающему поколению. Вообще, ребятам, никогда не сдаваться. Все время верить в себя. Вот то, что ты веришь, усилия, энергия, ее воплощать в усилия. От усилия уже образуются навыки. А навык, умноженное на усилия, достижения. Но о чем я мечтал, я сейчас все мечты осуществляю вновь и в явь. И самое главное то, что сейчас мы работаем на благо жителей республики, на благо жителей нашей вообще родины, в общем, в целом Российской Федерации. У меня в этом моменте сейчас получается. Конечно же, есть и глобальные стратегические задачи и цели, но о них я говорить не буду. Счастье любит тишину. Дорогие друзья, уважаемые зрители, мы отлично провели время. Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, только вперед. Мы все сильные, мы все воины, все защитники наших семей. И также желаю гармонии и процветания вашим семьям. Чтобы все у вас было по жизни хорошо и Бог всегда был с вами. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и на Якутию 24.